С новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. На календаре сегодня 4 июня, вторник, и сегодняшняя дата отмечена в календаре знаменательных дат и событий как Международный день невинных детей, жертв агрессии. Кроме этого, 4 июня свой профессиональный праздник могут отметить все крановщики мира, ведь сегодня День крановщика. А в старину этот день посвящали Василиску. Так называлось мифическое существо с головой петуха, туловищем жабы и хвостом змеи. Но мы это существо, пожалуй, больше знаем по кинофильму про Гарри Поттера. Помните, наверное, Гарри Поттер и тайная комната. Наши предки в день Василиска старались не заниматься никакими делами, ни в поле, ни в огороде. Считалось, что все посаженное в этот день вырастет васильки. Мне кажется, что это отличный повод расслабиться, отдохнуть, после работы прогуляться по городу или даже съездить в лес. Тем более погода сегодня очень и очень замечательная. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных улусах температура воздуха составила 8-14 градусов тепла, днем ожидается 22-24. В Заречье утром было 9-19 градусов, днем ожидается 22-24. На юге в 6 часов утра температура воздуха составила 9-11, а днем ожидается 22-23. В Вилюйской группе улусов в 6 часов утра было 9-12, днем ожидается 21-25 градусов тепла. В Нижнеленских улусах 11-12, это утренняя температура, а дневная 14-22. На западе утром было 5-9 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 23 градусов. В Колыму-Дигирских улусах утром было -2 плюс 14, а днем воздух там прогреется до +2 плюс 17 градусов. В Вянских 4-10 градусов, это утренняя температура, а дневная 4-11. На северо-западе утром было 1-12 градусов тепла, а днем воздух там прогреется до 19 градусов. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 16 градусов, атмосферным давлением 747 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 3,8 метров в секунду. И днем ожидается сегодня 23-25 градусов без осадков. Друзья, не забывайте, что мы для вас работаем только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения, приветы, пожелания, поздравления, вопросы нашим гостям. Я хочу напомнить, что через несколько мгновений в этой студии появятся эксперты, финансовые эксперты по доступной ипотеке. Так что у кого вопросы, задавайте им свои вопросы. Ну а сейчас наш эфир продолжит выпуск новостей. После работы моих коллег я обязательно к вам вернусь. Не переключайтесь. Доброе утро, друзья! Мы очень рады, что вы не забывайте про наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Так, абонент с последними цифрами 2681 пишет: «Поздравляю дочку Надюшу с окончанием ЕГЭ. Пусть оценки будут отличными». Действительно, для кого-то экзамены уже позади, а для кого-то они все еще продолжаются. Вчера 11-классники сдавали ЕГЭ по русскому языку, а сегодня у 9-классников проходит экзамен по обществу знаний, информатике, географии и химии. Пожелаем ребятам ни пуха, ни пера. Словом, у всех выпускников и их родителей волнительный период в самом разгаре. Ведь от того, как сдадут экзамены ребята, зависит их будущее, а точнее их будущая профессия, которую следует выбрать очень внимательно и очень правильно. Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. Профориентационной работе за последние годы уделяется серьезное внимание. Это связано с тем, что вы же сами представляете, везде идут сокращения, рабочих мест с каждым годом становится меньше, но есть новые профессии. Каждый ребенок, каждая семья, они должны быть настолько информированными, чтобы правильно, осознанно
выбрать сферу деятельности. Но здесь важно учесть свои собственные индивидуальные особенности. Кто я, кем я буду, какие у меня интересы, чем я хочу заниматься, какие у меня способности. Старшеклассники уже давно, наверное, построили какую-то определенную цель, но не всегда результаты оправдываются. И получается, выпускник уже имеет трудности при поступлении на бюджетные места. Не надо отчаиваться, потому что есть различные скидки, льготы, но заранее семья должна об этом знать. В первую очередь на бюджетные места претендуют победители и призеры всероссийских международных олимпиад, но есть другая форма льготы. Учащиеся в 9 классе могут стать слушателями дистанционной профориентационной школы. И в этом году заканчивает эту школу дистанционную 20 выпускников. Они уже имеют сертификат о том, что при поступлении на внебюджетные места у них скидка от общей суммы оплаты на 50-54%. Ежемесячно мы въезжали к ним в районные центры, проводили семинары, тренинговые занятия, профориентационную диагностику, консультации. Потом дети приезжали к нам на профориентационную стажировку. То есть здесь организуются такие условия, чтобы они ходили по различным организациям, промышленным предприятиям и так далее, чтобы они там увидели реально условия труда. Семья тоже постоянно ежемесячно получает информацию в виде видеолекций, презентаций, различных материалов. И по итогам 3-го семестра каждый старшеклассник должен написать проект, и после успешной защиты он становится выпускником данной школы дистанционной и получает право на льготу. Мне хотелось бы пожелать каждому выпускнику удачи на экзаменах. Самое главное – не терять надежды и стремиться к своей мечте. А тем временем завтра у выпускников школ состоится экзамен по иностранному языку. Завершится эпопея ЕГЭ 13 июня. Словом, этот месяц самая жаркая пора не только по календарю. Выпускники сдают ЕГЭ, студенты летнюю сессию. И вопрос снятия стресса перед испытаниями особенно актуален. А уменьшить тревожность помогут проверенные способы. Итак, для начала посоветуйте ребенку перестать себя накручивать, думая о возможном провале, как о конце света. Лучше вместе подумайте, что самое плохое может случиться, если экзамен не будет сдан. Скорее всего, последствия неудачи не так фатальны, как кажется. Чтобы ребенок не волновался, успеет ли он все выучить до часа X, помогите ему составить план подготовки к экзамену и следовать ему. Во-первых, он будет четко видеть свои реальные успехи и чувствовать, что держит ситуацию под контролем. А во-вторых, такая система защищает от откладывания из-за волнения серьезных и самых неприятных задач на потом в ущерб действительно необходимым. И да, предложите ребенку написать шпаргалки. Конечно, не призывайте его идти на экзамен в надежде списать, но наличие в кармане рукаве ботинки мелкой исписанной бумажки придает уверенности, что если что-то забудется в критический момент, то у него есть подложенная соломка. Кроме того, в процессе написания шпоры он освежит и систематизирует свои знания, но только в том случае, если сделает ее сам. Также подготовьте заранее все, что может пригодиться в день экзамена. Это документы, одежда, сумка, шоколадка для поднятия настроения, вода. Так и вы, и ребенок, будете намного спокойнее, зная, что он идет на экзамен в полной боевой готовности, не забыв ничего важного. А еще, чтобы снизить градус нервного возбуждения, предложите сделать дыхательные упражнения. Научите ребенка медленно и глубоко вдыхать, расправив грудную клетку, считая до 5, а потом также выдыхать. Размерные действия и насыщение мозга кислородом помогут одолеть даже приступ паники.
И пожелайте своему ребенку перед экзаменом ни пуха, ни пера. Я уверена, эти слова ему обязательно помогут. Если эти советы помогут родителям, чьи дети заканчивают школу или учатся уже в вузах, то следующие наверняка подскажут, когда стоит волноваться, когда их чадо еще не начало говорить. Речь, конечно, идет о самых маленьких. Конечно, у каждого малыша речь формируется по-разному. Кто-то начинает говорить раньше, кто-то позже. Далее тему продолжит врач-логопед Нарьяна Степанова. Доброе утро! Сегодня я вас ознакомлю с этапами развития речи в норме и расскажу вам, как своевременно выявить патологию речи. Первый этап от 0 до 3 лет называется подготовительный этап. Почему он так называется? Потому что органы артикуляции, органы речи подготавливаются к овладению речью, начиная уже с первых криков. Здесь уже родители должны наблюдать, когда появляется гуление, лепет. К концу первого года жизни появляются первые слова. Начинается второй этап. В 1,5 года ребенок уже в норме должен выговаривать примерно 7, 10 или 15 слов. Лепетные слова, звукоподражание, аморфные слова, корни. К 2 годам у ребенка должна быть сформирована фразовая речь, когда уже ребенок в своей активной речи соединяет 2 или 3 слова. С 3 лет уже ребенок соединяет в предложение 5 и более слов, может составлять небольшие рассказы, пересказывать знакомые сказки. Если речь ребенка отстает от нормы на 6 и более месяцев, то это уже не задержка речевого развития, то это уже группа риска. Как отличить патологии речи? Во-первых, это позднее появление первых слов. В норме первые слова появляются к году. Потом смотрим на интенсивность появления новых слов. Да? Практически новые слова не появляются. Как были звукоподражания, лепетные слова, они продолжительное время так и сохраняются. Ребенок пользуется этими же словами во всех ситуациях общения. Если есть какие-то органические нарушения, то наблюдается повышенное слюнотечение, которое сохраняется прямо до 3 лет. Он не умеет правильно управлять своим язычком. Также здесь отмечается моторная неловкость детей. Вот общая моторика, мелкая моторика, она очень сильно страдает. В норме ребенок уже в 1,5 года хорошо, уверенно повторяет слова, состоящие из 2 слогов, да? Мама, папа, иди, вот чувствуется. То до 2 лет остается, что у него слова в основном состоят из одного слога, ударного слова. Ма, па, ди. Родителям важно знать, что речь – это не врожденная способность, а она развивается только если есть условия речевого развития. То есть это правильное речевое окружение, достаточная речевая практика и эмоционально близкий взрослый, который с ним каждый день общается, рассказывает ему, комментирует свои действия. Только в этом случае у ребенка будет развиваться речь. Поэтому я желаю побольше общаться со своим ребенком, рассказывать ему каждый день перед сном сказки. Доброе утро, друзья! В эфире программа «Новый день», и мы продолжаем делиться с вами интересной и полезной информацией. И сейчас я передаю слово нашей постоянной рубрике «Пульс экономики». Приоритетными целями деятельности Центра закупок Республики являются устранение административных барьеров в сфере закупок, создание удобной и слаженной системы осуществления закупок для заказчиков, благоприятных условий для участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках. Доля запланированных централизованных закупок составляет более 20 миллиардов рублей или 78,5% от общего объема закупок для государственных нужд Республики Саха-Якутия в размере 26 миллиардов рублей, из которого исполнено 13,4 миллиарда рублей или 64%. С начала 2019 года в адрес Центра закупок поступило всего 10 172 заявки на закупку товаров, работ, услуг на общую сумму в размере 25 миллиардов рублей.
Много изменений внесены в федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок, некоторые из которых уже вступили в силу, а некоторые положения вступают в силу поочередно с 1 июля 2019 года по 1 апреля 2020 года. При этом основные изменения вступают в силу с 1 июля 2019 года. Изменения направлены на упрощение процедуры осуществления закупок и сокращение процедурных сроков. Такая необходимость возникла в основном в связи с требованием оперативности в части решения задач по удовлетворению потребностей заказчиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В целях оказания информационно-консультационного сопровождения в начале июня Центром закупок совместно с Министерством финансов Республики запланировано проведение обучающего семинара на тему «Новации в сфере закупок 2019 года». Наталья Колесова, Дмитрий Сергучев. Новый день. Согласитесь, каждый из нас хочет иметь свой дом, где он будет чувствовать себя гармонично и спокойно. Воплотить мечты о собственном жилье, конечно же, сможет помочь ипотека. Однако к решению взять кредит нужно подойти разумно и ответственно. Сегодня о способах сэкономить на ипотеке и других нюансах мы поговорим с финансовыми экспертами, директором регионального филиала одного из самых крупных и устойчивых банков России Россельхозбанка Василием Тимофеевым и его заместителем Афанасием Лугиновым. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с самого начала. Стоит ли брать или не брать кредит, ипотечный кредит? Ну, ипотека в целом дает возможность населению в простом режиме покупать квартиру, потому что не надо копить, сразу можно оформить ипотечный кредит, уже жить в своей квартире. Тем более Россельхозбанк проводит акцию, мечты сбываются, льготная ставка составляет 9,7%. Ну, независимо от суммы. Ставка такая, ну, первоначальный взнос составляет 20%. А я слышала, и сейчас многие говорят об ипотеке под 6% годовых. Это работает во всех банках, в вашем в том числе? Да, есть такая программа, это государственная программа по поддержке семей, у которых родился второй либо третий ребенок, да, в период с 2018 года по 2022 включительно. Вот есть такая программа, и на данный момент под 6% мы по ней работаем. Очень хорошо. А на что следует обращать внимание при оформлении ипотеки? Говорят, что выгоднее оформить ипотеку с дифференцированным платежом. Так ли это? Ну, в целом вот разница заключается в том, что в дифференцированный платеж это, ну, первоначальные суммы чуть больше будут, потому что там погашается основной долг, а аннуитетный это равными долями, погашение идет, ну, как бы равными долями. Но разница заключается в переплате. При дифференцированном платеже человек, который взял ипотеку, он существенно экономит именно в рублях, потому что основной долг быстрее уменьшается. А бывает же такое, что вот заемщику отказали в ипотечном кредите. Вообще, почему это и происходит? Вот на какие требования обращает банк? Ну, банк смотрит прежде всего доход клиента, да, и кредитную историю, два основных параметра. Мы рекомендуем клиентам сразу же при консультации сказать о всех кредитах, которые имеются, да, и Не скрывать ничего. да, чтобы консультант уже на стадии консультации предложил, как правильно поступить, как правильно подать заявку, поскольку банк — это кредитная организация, и априори заинтересована выдать кредит. И потом у нас есть возможность, да, вот одна из преимуществ Россельхозбанка в том, что заемщики, если по доходу как-то не проходят, они могут привлечь созаемщиков. До 3 созаемщиков мы можем принять, да? При этом созаемщиком не обязательно может быть законный супруг, это может быть гражданский супруг, да, либо вообще любое третье лицо, то есть братья, сестры, коллеги, друзья, ну, люди, с которыми нет родственных отношений. Вот этот момент у нас в Россельхозбанке уникальный. А вот вообще какие нужно документы подготовить для того, чтобы оформить ипотеку? Но здесь все просто. 3 документа: паспорт, 2 НДФЛ и копия трудовой книжки, да, заверенные работодателем. И, в принципе, сроки рассмотрения у нас 1-2 дня. То есть так быстро? Да. А какая сумма вот вообще возможно взять в эту ипотеку? Ну, в целом, вот все зависит от дохода человека, да, ну, в зависимости от дохода можно взять от 100 тысяч до 60 миллионов рублей. До 60 миллионов Да, рублей. в зависимости от доходов. Поэтому какие доходы есть, вот от этого все отталкивается. А вот вы смотрите на тот момент, что вот есть у человека первоначальный взнос или нет? Ну, от этого тоже зависит. Например, вот мечты сбиваются акции, как раз-таки направлена, у кого первоначальный взнос 20%, и ставка фиксирована, независимо, он зарплатник, от срока кредита, плюс к этому бюджетник, не бюджетник. Ну, у каждого банка свои есть градации по
ставки. У нас как бы единая ставка для всех клиентов. Можете поподробнее рассказать об акции вот, «Мечты сбываются»? Вот, для кого она, куда обращаться, в какие сроки? Ну, сроки как бы наступают, ну, до 30 июня у нас срок акции. Вы можете обратиться во все офисы Россельхозбанка в 14 улусах. Ну и в городе Якутске это Пушкина 12 и Ярославского 19. И ставка, она, ну, как бы единая ставка при первоначальном взносе 20%, 9,7. Ага. Десятых. А вообще как самим, можно ли вообще самим рассчитать сумму кредита? Ну, предварительно, если вот как бы времени не хватает, я посоветовал бы зайти на сайт Россельхозбанка www.rshb.ru, и там есть калькулятор, где вы можете внести первоначальные данные, ну, как доход, ежемесячные платежи какие-то, какие у вас есть, и там выходит предварительный расчет. А если как бы детальный расчет, тогда лучше подойти в офисы Россельхозбанка. А можно ли в Россельхозбанке оформить рефинансирование ипотеки, если я уже, например, его рефинансировала? Ну, в целом можно, потому что вот, ну, как бы была проблема как в 2014-2013 годах, когда ставка доходила до 15-16%, потом года 2 назад она снизилась до 11%, люди рефинансировали. Ну и сейчас третья волна, можно сказать, можно рефинансировать уже рефинансированный кредит. Это получается первоначально в каком-то банке взяли, потом перешли во второй банк, ну и в Россельхозбанк можно перейти. Главная задача, чтобы у вас была подтверждающие документы, хорошая кредитная история, ну и, соответственно, рефинансирование будут составлять на сумму именно кредита, который вы брали в предыдущем банке. Поэтому такая возможность есть. А срок от прошлого рефинансирования каков? Ну, все зависит от дохода. Если доход позволяет за короткий срок погасить, в принципе, таким сроком мы можем предложить там. А если там доход не позволяет, в принципе, там до 30 лет срок ипотеки может. Ваш банк, ну, организует и планирует различные акции, да, для населения. Вот «Мечты сбываются». Какие еще акции вот вы затеяли, которым можно вот воспользоваться? Ну, в принципе, еще дополнительно я могу сказать, клиенты привлечь на депозиты, потому что у нас достаточно хорошие процентные ставки и по валютным вкладам. В принципе, мы можем курсы ставить ниже рынка даже, ну, на текущую дату у нас практически. Поэтому те клиенты, которые могут крупные суммы хотят обменять на валюту, мы можем предложить индивидуальный курс. Как бы. Что ж, огромное спасибо за интересную, за полезную информацию. Я желаю вам удачи и отличного настроения. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, через несколько мгновений мы вновь появимся в этой студии. Не забывайте, что для вас мы работаем только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Отправляйте свои сообщения.